В Тхуарчалском районе эпидемиологическая ситуация остается сложной, однако за последние 5 дней наблюдается небольшой спад заболеваемости. Всего по району зарегистрировано 45 больных коронавирусом. Из них 10 находятся на стационарном лечении, состояние их средней степени тяжести, 15 пациентов проходят лечение дневного стационара и 20 амбулаторных больных, которых мы мониторим по телефону. Сегодня ПЦР сдали 22 человека, и вот мы вечером ожидаем результата. Все они первичные, эти 22 человека. Летальных случаев у нас не зафиксировано. У нас стационар рассчитан только на среднюю степень тяжести. У нас 6 кислородных точек. Мы остальных пациентов тяжелых, которые уже нуждаются в реанимационной помощи, отправляем в инфекционную больницу города Сухум и в ковид-госпиталь в Гудауты. В Ачимчирской ЦРБ с 1 января стационар не перегружен. В среднем в больнице проходили лечение от 8 до 12 человек. На сегодняшний день в стационаре 11 пациентов, у которых состояние здоровья средней степени тяжести. По словам главврача Ачимчирской ЦРБ Мадонны Кишмария, роста заболеваемости коронавирусной инфекции в районе не наблюдается. Было 2 относительно тяжелых больных, но сейчас самочувствие их уже улучшилось. 1 пациент на поточном кислороде, остальные на этих оксигенераторах. Роста не наблюдается. Знаете, обращаются люди с признаками, с симптомами простуды, но не все случаи подтверждались ПЦР, и таких мы вели как острая вирусная респираторная инфекция. Такие тоже были в течение этого периода. А сказать, что выросло количество ПЦР положительных пациентов, нет, не выросло. Наоборот, был некоторый небольшой спад. Может быть, повлияло то, что все-таки там каникулы, люди не посещали там эти рабочие свои места, школа не работает. Может быть, я не знаю, с чем это связано, но... В Гагарском районе на сегодняшний день зарегистрировано почти 250 ковид-положительных. В стационаре проходит лечение 25 человек. Состояние 4 оценивается как тяжелое. Если к концу 2021 года в Гагарской ЦРБ лечение проходили 8-9 человек, то в новом году эта цифра выросла в разы. Если говорить о результатах ПЦР-тестов, которые мы получаем каждый день, то до конца года это было буквально до 10 человек в сутки добавлялось. Сегодня это и 20, 25, то есть по-разному, но однозначный рост идет. Конечно, если спрашивать, с чем это связано, это воздушно-капельная инфекция. Естественно, мы не соблюдаем никакие ограничения. Более того, люди к вакцинации относятся очень критично. У нас, как и в остальных районах, тоже низкий уровень вакцинации. Все это дает свои результаты. А мы можем однозначно сказать, среди вакцинированных, у нас уже почти 70 человек вакцинированных прошли по ковид-положительных за весь этот период, из них тяжелых случаев вообще не было. В Сухумской инфекционной больнице, по данным оперштаба, на 16 января лечение проходит 40 пациентов, из них 20 в тяжелом состоянии. Нам не удалось пообщаться с медиками, так как они в постоянном контакте с больными, оказывая им необходимую помощь. Не удалось пообщаться и с врачами Гудаутского госпиталя, так как они работают в авральном режиме. По данным на 16 января здесь лечение проходит 85 человек, в тяжелом состоянии 35, в состоянии здоровья 50 пациентов средней степени тяжести. К сожалению, за 3 дня в Гудаутской ЦРБ скончались 3 пациента. Медики вновь и вновь призывают граждан соблюдать меры предосторожности, чтобы обезопасить себя и окружающих. Главной профилактикой в борьбе с коронавирусом остается вакцинация. Специалисты настоятельно рекомендуют делать вакцину, чтобы защитить себя от опасной инфекции. Алика Трапш, Абхазское телевидение.